Среди выдающихся людей, ставших гордостью мусульманской уммы, особое место занимают асхабы, сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Они внесли неоценимую лепту в дело распространения ислама, явились примером самоотверженности, бескорыстной любви к посланнику Аллаха и самопожертвования во имя этой великой миссии, став образцом богобоязненности и праведной жизни для последующих поколений. Асхабы. О Аллах, будь другом тому, кто будет его другом, и врагом его врагам. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Герой нашего очередного фильма – отважный воин и обладатель мудрости. Являясь одним из 10 сподвижников, обрадованных еще при жизни вестью о райских благах, он участвовал во всех значимых событиях в истории ислама своего периода. Он единственный из сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, появился на свет внутри священной Каабы и уже в 10 лет принял ислам, став тем самым первым ребенком-мусульманином из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Воспитываясь в доме посланника Аллаха, он с самого детства впитал в себя дух ислама и стал одним из выдающихся знатоков новой религии. От него передано 586 благородных хадисов посланника Аллаха. Он не знал страха даже в самых ожесточенных сражениях и почти во всех битвах являлся знаменосцем пророка. Именно с подачи этого асхаба второй праведный халиф Умар начал исламский календарь с хиджры посланника в Медину, и именно благодаря ему были заложены первые основы грамматики арабского языка. «Я город знаний, а он ключ к этому городу», говорил о нем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и, обучив особому методу чтения зикра, сделал его своим наследником в золотой цепочке шазалийского тариката. И этот великий человек, ближайший сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его двоюродный брат и муж любимой дочери посланника Аллаха Фатимы, четвертый праведный халиф, досточтимый Али ибн Абу Талиб. Али ибн Абу Талиб, лев Аллаха. В пятницу месяца Мухаррам 599 года нашей эры в самом знатном роду Мекки Курайш внутри священной Каабы на свет появился необыкновенный мальчик, которому мать дала имя Асад, лев. Но отец поменял его на более величественное и красивое Али, возвышенный. Несмотря на свою знатность и всеобщее уважение, семья Али жила небогато. Отец Абу Талиб и мать Фатима еле сводили концы с концами и жили впроголодь. Знавший о тяжелом положении своего дяди, пророк попросил отдать ему на попечение одного из их детей. Так, 5-летний Али оказался в доме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Не по годам умный и сообразительный мальчишка очень быстро стал всеобщим любимцем и родным в семье посланника Аллаха. Так пролетели 5 самых счастливых лет в жизни маленького Али, и незаметно подошел день, в котором привычный уклад его жизни раз и навсегда поменялся. В один из дней Али стал свидетелем странного действа. Он увидел, как посланник Аллаха со своей женой Хадиджей вместе произносили какую-то молитву. Увиденное очень удивило маленького Али, и по окончании молитвы он спросил пророка, что они делали. Это было как раз то время, когда началась пророческая миссия Мухаммада, и он ответил ему: «Это религия Всевышнего Аллаха», и призвал маленького Али уверовать в единственного Создателя. Али никогда раньше не слышал подобного, и слова пророка повергли его в смятение. Он не знал, что ответить, и решил сначала посоветоваться с отцом Абу Талибом.
Несмотря на свои 10 лет, Али прекрасно осознавал ответственность предстоящего решения и всю последующую ночь провел в размышлениях над словами своего двоюродного брата. От выбора Али могло зависеть не только его будущее, но и будущее его близких. С одной стороны, пророк, призывающий его к единобожию, с другой – мекканцы, на протяжении многих лет поклоняющиеся идолам и способные даже на убийство того, кто усомнится в их верованиях. Под утро Али все же сделал свой выбор. Он подошел к пророку и сказал: «Всевышнему не потребовалось согласия Абу Талиба, когда он сотворил меня. Почему же я должен спрашивать у него, поклоняться мне своему Создателю или нет?» На тот момент Али было всего лишь 10 лет. С этого момента он неотступно следовал за посланником Аллаха и, несмотря на свой юный возраст, стал одним из самых приближенных сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Вместо пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Али ибн Абу Талиб очень любил посланника Аллаха, и в 622 году его преданность пророку была подвергнута серьезному испытанию. В ту ночь, когда жизнь двоюродного брата подверглась смертельной опасности. За 12 лет призыва к исламу курайшиты перепробовали всевозможные способы остановить и переубедить пророка. Но поняв, что все их старания бесполезны, решили прибегнуть к последнему средству – убийству. Они собрали по одному молодому человеку от каждого мекканского рода, и все вместе направились к дому пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Предполагалось, что все заговорщики одновременно пронзят посланника Аллаха своими мечами и тем самым избегут мести со стороны его родственников, ибо отомстить всем было бы невозможным. Всю ночь многобожники провели у дверей дома пророка в ожидании, когда он выйдет. Наутро они все же не выдержали и, обнажив мечи, вломились в дом. В предвкушении скорого избавления от ненавистного им Мухаммада заговорщики стянули одеяло с его постели и испытали шок и удивление. Под одеялом, как ни в чем не бывало, лежал двоюродный брат пророка Али ибн Абу Талиб, а самого посланника в доме не было. Курайшиты пребывали в недоумении, всю ночь они находились возле дома пророка и не могли понять, как тот смог уйти незамеченный ими. Все было просто. Незадолго до этого события к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, явился ангел Джабраил и предупредил его о готовящемся нападении. Тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказав: «Они не причинят тебе вреда», попросил лечь вместо себя Али ибн Абу Талиба, а сам, посыпая головы заговорщиков землей и читая аят Корана: «И воздвигли мы перед ними преграду и позади них преграду, и набросили покров на их взоры, так они не видят», незамеченным прошел прямо перед их глазами и со своим спутником Абу Бакром направился в сторону Медины. Со временем, вспоминая об этой ночи, Али говорил: «Клянусь Аллахом, для меня не было более спокойной и приятной ночи». И на вопрос «почему?» с удивлением отвечал: «Но ведь пророк сказал, что меня не коснется никакой вред». В следующие несколько дней Али оставался в Мекке, выполняя возложенные на него пророком поручения, и когда все было завершено, последовал за посланником Аллаха и Абу Бакром в лучезарную Медину. Заключение братства с пророком, саллаллаху алейхи вассалам. 12 числа месяца Раббиуль Аваль пророк и Абу Бакр прибыли в Медину.
где сразу же погрузились в атмосферу радушия и доброжелательности со стороны ансаров. Мединцы были счастливы принять на своей земле самого посланника Аллаха и не жалели ничего из своего имущества ради него и прибывших вместе с ним мухаджиров. Но несмотря на такой радушный прием со стороны жителей Медины, на сердце у мекканцев было неспокойно. Мухаджиры стыдились ансаров, ведь они не могли отплатить им тем же, и пребывали в ожидании скорого окончания гостеприимства мединцев. Проницательный пророк быстро понял, что не дает покоя мухаджирам, и, собрав их и ансаров вместе, повелел им заключить между собой братский союз, что они и сделали. Абу Бакр, Умар, Усман, дядя пророка Хамза и многие другие мухаджиры обрели в этот день верных и преданных братьев по вере, и сердца мекканцев наконец успокоились. Но не у всех. Остался один мухаджир, для которого не нашлось побратима. Это был Али ибн Абу Талиб. Опечаленный случившимся, он подошел и сказал пророку: «О посланник Аллаха, ты заключил братский союз между своими асхабами, но меня не побратал ни с кем». Посланник Аллаха не дал опечалиться Али, он в тот же момент взял его за руки и произнес слова, так понравившиеся Али: «Ты мой брат на этом свете и на том». Со временем мухаджиры стали сами зарабатывать на жизнь, и у них появились новые заботы. Но то гостеприимство и радушие, с которым ансары встретили их в Медине, они не могли забыть до конца своих дней. Госпожа всех женщин мира. В Медине пророк и асхабы впервые за долгое время смогли вздохнуть свободно и начать тихую и размеренную жизнь. Умиротворение почувствовал и Али ибн Абу Талиб. Жизнь его стала спокойной, и он всецело посвятил себя служению Аллаху. Но именно в это время в жизни Али произошло событие, повлиявшее на всю его дальнейшую жизнь. В один из дней месяца Сафар второго года хиджры Али зашел к посланнику Аллаха, салляллаху алейхи вассалам, и, не сказав ни слова, присел. Али никогда не повышал голоса в присутствии посланника Аллаха, но все же таким тихим и застенчивым его не видели. Удивленный поведением двоюродного брата, пророк поинтересовался у него: «Есть ли у тебя нужда ко мне?» Но Али ничего не ответил. От стеснения он не мог выговорить и слова. Мудрый и проницательный посланник сразу догадался, в чем дело, и благосклонно спросил его: «Наверное, ты пришел попросить руку Фатимы?» В ответ Али смог выговорить лишь одно слово: «Да». Руки Фатимы просили и другие благородные асхабы, но пророк не выдал ее ни за одного из них, ожидая веления от Всевышнего Аллаха. И на этот раз оно пришло. Аллах велел выдать благочестивую Фатиму за благородного Али ибн Абу Талиба. В день свадьбы он подозвал дочь к себе и сказал: «Я выдал тебя за самого лучшего из моих родственников». Произошло это радостное событие в месяце Зуль-Хиджа второго года хиджры. Но что же дал Али ибн Абу Талиб, лучший из невест, в качестве махра? Что получила в дар от своего жениха госпожа всех женщин в раю, как называли Фатиму? Али
никогда не был богат и не знал, что такое роскошь. Подчас у него даже не хватало средств на еду. И в день свадьбы у него тоже не нашлось ничего, что можно было бы отдать в качестве обязательного дара для невесты, кроме обыкновенной кольчуги. Но пророку и Фатиме было важно не это, ибо истинную ценность в человеке представляют не материальные блага, а духовная чистота и красота его души. Лев Аллаха. Али был среднего роста, атлетического телосложения и отличался необычайной физической силой и храбростью. В состязаниях он не отдавал противнику ни единого шанса и всегда выходил победителем в поединках. Эти его достоинства и оказались востребованными исламом вскоре после переселения в Медину. В 628 году в ходе газавата Хайбар мусульмане попали в затруднительное положение. До этого с легкостью одолевавшие противника асхабы никак не могли подступиться к защищенной и хорошо укрепленной иудейской крепости Аль-Кумус. Целый день отряды мусульман отчаянно пытались захватить ее, но безуспешно. И когда к ночи сподвижники, раздосадованные очередной неудачей, вернулись в лагерь, пророк обратился к ним со словами: «Завтра я отдам знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любят Аллах и его посланник». Слова пророка заинтриговали асхабов. Любить Аллаха и его посланника и знать, что они тоже тебя любят, это было пределом их мечтаний, и всю ночь сподвижники терялись в догадках, кто же удостоится такой высокой чести. С наступлением утра следующего дня, с надеждой, что пророк назовет именно его имя, каждый поспешил к пророку. Но удостоиться звания любимец Аллаха в этот день было суждено лишь одному человеку – Али ибн Абу Талибу. Пророк подозвал его к себе, излечил его больные глаза, смочив их своей слюной, и, передав знамя и свою легендарную саблю Зульфукар, напутствовал Али на предстоящий подвиг. У ворот доселе неприступной вражеской крепости на пути льва Аллаха, как прозвали Али, стал могучий воин, облаченный в двойную кольчугу и непробиваемый шлем. Его звали Мархаб. Али отчаянно пытался призвать его к исламу и избежать кровопролития, но тщетно. Мархаб был непреклонен. Оба противника были опытными бойцами, никто не уступал друг другу в силе и ловкости. Решить исход боя одним сильным ударом казалось практически невозможным, но все же это было сделано. Во время яростной атаки Мархаба Али, парировав его удар, в тот же миг вознес Зульфукар над головой соперника и поставил точку в этом бескомпромиссном бою. Удар Али оказался такой силой, что проломил щит неприятеля и рассек надвое его шлем, считавшийся непробиваемым. После чего гигантская безжизненная фигура Мархаба рухнула к ногам льва Аллаха. Эта победа Али ибн Абу Талиба вселила страх в сердца врагов, и в сражении наступил перелом. Вскоре неприступная крепость иудеев наконец была в руках мусульман. Прощание с посланником Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, всегда призывал асхабов помнить о смерти и быть готовыми в любой момент встретиться с ней. И, конечно же, сам тоже, как никто другой, был готов покинуть этот бренный мир. Еще при жизни он указал на то, кто будет омывать его тело и провожать в последний путь. Этим человеком был Али ибн Абу Талиб.
Названный львом Аллаха за свое бесстрашие и мужество, Али в этот день не был похож сам на себя. Из его глаз текли слезы, а сердце учащенно колотилось в груди. Но как бы ни было тяжело, пророка надо было омыть и предать земле. С трудом взяв себя в руки, Али с помощниками приступил к омовению посланника Аллаха. Благородный пророк, саллаллаху алейхи вассалам, лежал в своем ложе в комнате Айши. Али не спеша подошел к нему и, немножко приподняв, прижал посланника Аллаха к своей груди. Стоявшие рядом его помощники стали обливать тело пророка водой. Посланника Аллаха омывали в рубашке, которая была на нем в день кончины, не прикасаясь к его благородному телу руками, ибо таково было веление свыше. В это время Али, прижав голову посланника к своей груди, в отчаянии восклицал: «О ты, который дороже мне отца и матери, какой же ты благоуханный, и живой, и после смерти!» Вскоре Али и его помощники закончили омовение, после чего тело пророка умастили мускусом, обернули в 3 куска материи и, совершив заупокойную молитву, опустили в могилу, где Али уложил его согласно предписаниям шариата на правом боку и лицом в сторону Каабы. سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام عليك السلام. Потеря жены. Али долго оплакивал утрату пророка, не находя себе места и душевного покоя. Но не успел он оправиться от одной потери, как его настигла еще одна беда. Через 6 месяцев после перехода пророка в мир иной тяжело заболела любимая жена Али ибн Абу Талиба и дочь посланника Аллаха Фатима, рази Аллаху анха, та, которая подарила ему 5 прекрасных детей, сыновей Хасана, Хусейна и Мухсина, и дочерей Умму Кульсум и Зайнаб. Фатима была очень дорога Али, она всегда и во всем поддерживала его, не жалуясь, не укоряя его, даже когда порой дома абсолютно нечего было есть. Напротив, она помогала ему во всем, чем могла. Когда же она слегла, Али охватила тревога и волнение. Желая помочь и облегчить ее страдания, он делал все возможное. Но все его усилия были тщетны. Ничего не помогало. Фатима редко просила мужа о чем-либо, она привыкла делать все сама, не утруждая просьбами Али. Но когда болезнь совсем усилилась и силы начали покидать ее, Фатима все же решилась на просьбу. Она подозвала к себе Али и попросила выполнить ее последние пожелания. Фатима очень беспокоилась за судьбу своих детей, которые останутся сиротами после ее смерти. И в первую очередь попросила Али взять в жены ее племянницу Умамму, сказав, что как та о ее детях никто не позаботится. А напоследок она попросила похоронить ее на кладбище Баки ночью. Вечером 3 числа месяца Рамазан 11-го года хиджры, пережив пророка всего на 6 месяцев, его драгоценная частичка отправилась на долгожданную встречу со своим отцом. Любовь к пророку в ее сердце была так сильна, что смерть она воспринимала как радость, ибо лишь благодаря ей она могла снова оказаться рядом со своим благословенным отцом. Али выполнил все, о чем просила Фатима. Он омыл ее благородное тело, завернул в 7 кусков материи, совершил заупокойную молитву и ночью, в присутствии лишь самых близких родственников, предал свою Фатиму земле.
как она и просила, на кладбище Баки. На тот момент ей было всего лишь 29 лет. Рядом с праведными халифами. Али был очень проницательным, умным и образованным человеком. Указывая на это, пророк говорил: «Если я город наук, то Али ключ к этому городу». Али приходился двоюродным братом посланнику Аллаха и считался наиболее достойным преемником пророка после его кончины. Но когда этого все же не произошло и до его правления халифами поочередно становились Абу Бакр, Умар и Усман, Али не только не враждовал с ними, а напротив, одним из первых присягал им в верности и помогал, чем мог. В свою очередь, все три праведных халифа также очень уважали и ценили его. Мнение Али для них всегда было авторитетным, и халифы не принимали важных решений, не посоветовавшись с ним. Во времена правления Абу Бакра Сиддика Али был назначен судьей Медины и принимал непосредственное участие во многих значимых событиях в истории ислама того периода. Именно с его подачи Умар ибн Хаттаб ввел мусульманское летоисчисление с хиджры пророка и не раз после его мудрых наставлений говорил: «Если бы не Али, пропал бы Умар». Когда же окруженному недругами третьему праведному халифу Усману ибн Аффану перекрыли доступ к воде, именно Али взялся доставлять воду халифу и всеми силами старался помочь уладить сложившийся конфликт и спасти жизнь Усмана. Али очень любил праведных халифов. Каждый из них был для него образцом праведности, стойкости и верности идеалам ислама. И именно поэтому Али дал своим детям их имена. Четвертый праведный халиф. После трагической гибели Усмана ибн Аффана халифат вновь остался без правителя, и мусульман охватили тревога и волнение за будущее государства. Первые 5 дней после зверской расправы над третьим праведным халифом власть в свои руки взяли бунтовщики. Однако они прекрасно понимали, что их лидер не может остаться у власти, что необходимо выбрать нового халифа и что эти выборы не могут быть проведены без совета ансаров и мухаджиров. Мятежники были представителями разных регионов, и они разошлись во мнениях относительно кандидатуры будущего правителя. Между ними разгорелась бурная дискуссия, но после долгих обсуждений они все же сошлись на одной кандидатуре. Кандидатуре Али ибн Абу Талиба. Однако Али не жаждал власти, особенно на фоне назревавшей в халифате смуты, и категорически отказался возглавить государство. Но такой сценарий не устраивал бунтовщиков, так как мусульманские войска, спешившие помочь халифу Усману, были уже на подступах к Медине, и в случае отсутствия в городе полновластного правителя, способного держать все под контролем, они могли погибнуть от рук разгневанных убийством халифа мусульман. И от страха за свою жизнь они пригрозили устроить в городе кровавую резню и перебить всех сподвижников пророка, включая также самого Али ибн Абу Талиба, если мединцы в самое ближайшее время не изберут нового халифа. Положение осложнялось с каждым днем. Другой такой подходящей кандидатуры, как Али ибн Абу Талиб, не было, и горожане опять бросились к нему с той же просьбой согласиться взять в свои руки управление халифатом. Однако Али был непреклонен, сказав: «Как визирь я принесу вам больше пользы, чем будучи правителем». Он снова ответил отказом. Между тем ситуация еще более накалилась, и вот-вот мог разгореться вооруженный конфликт между мединцами и бунтовщиками. Али заметил это и как дальновидный человек понял, что дальнейшее затягивание вопроса власти грозит непредсказуемыми последствиями не только для мусульман, но и в целом для ислама.
и после очередного обращения мусульман с просьбой возглавить халифат, Али ибн Абу Талиб наконец дал свое согласие. 24 числа месяца Зуль-Хиджа 35-го года хиджры собравшиеся в мечети пророка мусульмане стали приносить присягу в верности и преданности новому халифу Али ибн Абу Талибу. Мудрость. Али обладал острым умом, удивительной сообразительностью и обширными знаниями в различных областях науки. Люди часто обращались к нему за помощью и советом, и Али неизменно поражал всех своей мудростью и проницательностью. Как-то раз к Али ибн Абу Талибу обратились трое с просьбой решить проблему, связанную с разделом их общего имущества. Сложность решения заключалась в том, что имущество состояло из 17 верблюдов и распределялось между ними не поровну, а в соответствии с их долевым участием. Первый должен был получить половину, то есть 8,5 верблюда. Второй – 1/3, значит 5,5, а доля третьего составляла 1/9, то есть неполных 2 верблюда. Сложность заключалась в том, что 17 не является числом кратным ни к 2, ни к 3, ни к 9. Именно поэтому они и обратились к Али. Внимательно выслушав гостей, Али попросил привести еще одного верблюда и добавил его к тем уже имеющимся 17. После чего разделил теперь уже 18 верблюдов сначала на 2, отдав одному 9, затем на 3, отдав второму 6, и на 9, отдав третьему 2 верблюдов. И что самое удивительное, количество разделенных верблюдов в сумме составило 17, как это и было изначально. А добавленный 18-й верблюд остался нетронутым и был возвращен обратно. Подготовка к ахирату. Али ибн Абу Талиб являлся одним из 10 человек, еще при жизни обрадованных ожидающими их райскими благами. И все его поступки свидетельствовали о том, что это было не случайно. Он очень много поминал Всевышнего и огромное внимание уделял опоре религии – намазу. Как-то раз ночью к Али ибн Абу Талибу зашел его хороший знакомый Аштар аль-Нахи. Халиф в этот момент был полностью погружен в намаз и, конечно же, не мог поприветствовать гостя и оказать ему должный почет. Увидев, как усердно молится Али, Аштар произнес: «О повелитель правоверных, пост днем, молитва ночью, а между ними напряженный труд». В таком поведении четвертого праведного халифа не было ничего удивительного, ведь сам пророк о нем говорил: «Если поставить веру Али на одну чашу весов, а на другую все 7 небес, иман Али перевесит». Окончив молитву, Али обратился к своему гостю: «Путь к ахирату долгий, и чтобы пройти его, нужно идти по ночам». Гибель. Правление Али ибн Абу Талиба пришлось на очень тяжелые времена. После убийства третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана смута разгорелась еще сильнее. Али всячески пытался уладить сложившийся конфликт, и когда после сложнейших переговоров ему это удавалось, бунтовщики вновь разжигали огонь вражды между мусульманами и сводили на нет все старания халифа. Все это наложило темный отпечаток на его сердце. Из-за смут и волнений в халифате он даже вынужден был покинуть лучезарную Медину и переселиться в Ирак, в город Куфу. Али помнил, как пророк предсказывал ему мученическую смерть в месяце Рамазан, и с наступлением священного месяца, как будто чувствуя скорое исполнение пророчества, он стал вести себя как-то по-особенному, не так, как раньше. Почти ничего не ел,
и еще чаще обращался к Аллаху с мольбами. Так прошло 16 дней месяца Рамазан. Ночью 17 числа священного месяца Али ибн Абу Талиб не сомкнул глаз. Это была пятничная ночь, и, конечно же, халиф не мог потратить столь ценное для богослужения время в постели, предавшись сну. Он проводил его в богослужение, лишь немного вздревнув под утро. Совсем скоро прозвучал азан, и халиф, по пути призывая горожан на утреннюю молитву, отправился в мечеть. Это был особенный для мусульман день. День, когда почти 40 лет назад, в 623 году, мусульмане под предводительством самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, одержали убедительную победу над многобожниками Мекки. Али в том сражении принимал самое непосредственное участие, будучи знаменосцем пророка, и, несмотря на давность произошедшего, прекрасно помнил все случившееся в тот знаменательный день. Придя в мечеть, Али ибн Абу Талиб подошел к михрабу, откуда имам руководит молитвой мусульман, и со словами «Аллаху Акбар» вступил в намаз. Мечеть была переполнена верующими, пришедшими на молитву в этот особенно ценный утренний час, и, казалось, ничто не предвещает беды. Но не успел Али вступить в намаз, как вдруг к нему подбежал человек и со словами «Решение выносит Аллах, а не ты и твои соратники», ударил Али ибн Абу Талиба мечом по его благословенной голове. От удара халиф потерял равновесие и, сказав «Прав был пророк», могучее тело четвертого праведного халифа рухнуло на землю. Истекающего кровью Али ибн Абу Талиба сразу же перенесли в дом, куда в тот же час были вызваны лучшие лекари города. Но они ничем не могли ему помочь. Рана оказалась слишком глубокой. Али понял это и, сделав некоторые наставления своим близким, не теряя ни минуты, принялся читать шахадат, слова свидетельства веры. Кому понадобилось убивать четвертого праведного халифа? Что означали слова его убийцы «Решение выносит Аллах»? И что имел в виду Али, когда после смертельного ранения с улыбкой на лице произнес «Прав был пророк»? За 2 года до этого события. 38-й год хиджры. Недалеко от города Куфа собрались вооруженные люди. Это были иракцы, покинувшие войско халифа. Причиной этому было их несогласие с уступками, на которые пошел Али ибн Абу Талиб ради мирного урегулирования конфликта, возникшего между ним и тогдашним наместником Сирии Муавией. Иракцам не понравилось, что решение столь важного вопроса доверили 2 третейским судьям, по одному от каждой конфликтующей стороны. Тогда-то группа непримиримых отступников и выступила против халифа. Восклицая свои, на первый взгляд, правильные слова, те самые слова, которые впоследствии и выкрикнул Хариджид Абдурахман ибн Мульджим, нанося халифу свой смертельный удар: «Решение принимает только Аллах». Так в истории ислама появилась первая секта – хариджиты, отступники. Али делал все возможное, чтобы образумить хариджитов. Он сам отправился в их лагерь и обратился к ним с проникновенной проповедью, после которой многие мятежники перешли на сторону халифа. Но не все. Немало оказалось и тех, кто остался при своем мнении
считая его единственно верным. Но этим все не ограничилось. Почувствовав безнаказанность, хариджиты вскоре начали промышлять грабежами и разбоем, приводя в свое оправдание аяты самого священного Корана. Вскоре о творимых отступниками бесчинствах узнал халиф и со своей армией выступил против них. В ходе кровопролитного сражения 9 числа месяца Сафар 38 года хиджры в местечке Нахраван на западе Ирана почти все хариджиты были уничтожены. Выжить удалось лишь 9 мятежникам, бежавшим с поля боя. И казалось, наконец-то в халифате воцарятся порядок и спокойствие. Но спустя 2 года после известной битвы при Нахраване, когда волнения немного улеглись, 3 из выживших в том сражении хариджитов тайно собрались в Мекке и стали вынашивать коварный план убийства, как им казалось, виновников раскола мусульманской общины. Халифа Али ибн Абу Талиба, наместника Сирии Муавии и Амра ибн Асса, человека, который и был инициатором урегулирования конфликта между халифом и Муавией с помощью третейских судей. В расколе мусульман мятежники обвинили именно их, наивно полагая, что с устранением всех 3 в халифате наступит стабильность и порядок. Каждый из них взял на себя одно убийство. Один направился в Сирию, дабы покончить с ее наместником. 2 в Египет расправиться с Амром ибн Ассом. А убить халифа, находящегося в Куфе, вызвался самый несчастный из них – Абдурахман ибн Мульджим. Вскоре все 3 заговорщиков добрались до мест намеченных преступлений и, не торопясь, выжидая удобного момента, стали готовиться к исполнению задуманного. По плану, они должны были осуществить свое черное дело в одно и то же время 17 числа священного месяца Рамазан под утро пятницы. Абдурахман ибн Мульджим прибыл в Куфу еще до начала благословенного месяца и первым же делом направился на базар, где для осуществления своего гнусного плана купил одну из самых дорогих сабель и сильнодействующий яд. Каждый день заговорщик усердно точил свою саблю, окропляя ее смертельным ядом и прося Аллаха помочь убить этой саблей худшего из людей. С наступлением месяца Рамазан Али ибн Абу Талиб поочередно разговлялся у своих сыновей и родственников, ожидая, что вот-вот сбудется пророчество посланника Аллаха, и он получит высокую степень шахида. Так прошли 16 дней и ночей благословенного месяца Рамазан. День трагедии. В этот день Абдурахман ибн Мульджим был особенно старателен. Наконец все его приготовления были завершены, и для осуществления своего коварного плана с отточенной как бритва саблей он заранее еще ночью отправился в мечеть. Абдурахман ибн Мульджим искренне верил, что убийство халифа – богоугодное дело и, несомненно, должно приблизить его к Всевышнему Аллаху. С такими мыслями он всю ночь провел в бодрствовании, задремав лишь под утро. Под утро уснул и Али ибн Абу Талиб, но ненадолго. Вскоре наступило время утреннего намаза, и его стали будить, но он не вставал, словно какая-то неведомая сила удерживала его в этот день. Лишь когда к нему подошли в 3-й раз, Али, собрав всю волю в кулак, встал, пересилив слабость, и покорный воле Аллаха отправился в мечеть. Как оказалось, последний раз в своей жизни.
Али ибн Абу Талиб даже в этой ситуации, очередной раз явив свое великодушие и благородство, велел накормить Абдурахмана и дать ему кров, после чего обратился к присутствующим и, указывая на Абдурахмана ибн Мульджима, произнес: «Душу за душу, если я умру, убейте его, но только одним ударом, ибо он нанес мне один удар. И не глумитесь ни над ним, ни над его телом, а если же я останусь жив, то сам решу, как с ним поступить». Вечером 23 января 661 года душа четвертого праведного халифа покинула его благородное тело и устремилась к своему Господу. Родня омыла его тело, обернула в саван и, совершив заупокойную молитву, скрытно от врагов похоронили недалеко от города Куфы. Али не суждено было выжить. Как и предсказывал пророк, его земной путь завершился, когда его борода окрасилась в кровавый цвет. Именно поэтому, получив смертельный удар, он, улыбнувшись, произнес те слова: «Прав был пророк». После покушения четвертый праведный халиф прожил всего 2 дня, до воскресной ночи благословенного Рамазана. Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, и его великие сподвижники Абу Бакр и Умар, Али тоже покинул этот мир в возрасте 63 лет. Из 3 приговоренных хариджитами к смерти погиб только Али ибн Абу Талиб, а остальные же спаслись. Муавия был лишь ранен, а Амр ибн Ас из-за недомогания не смог присутствовать на утренней молитве, и вместо него заговорщик заколол другого мусульманина, возглавлявшего в тот день намаз. Никому из заговорщиков не удалось скрыться с мест преступления, и вскоре они были казнены. Что же касается Абдурахмана ибн Мульджима, Аллах принял его мольбу. Как он и просил, его меч убил самого худшего из людей. Но только им был не благородный Али ибн Абу Талиб, а он сам, Абдурахман ибн Мульджим, казненный этим же мечом. Так трагически гибелью четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба завершилось знаменитое правление 4 праведных халифов, длившееся 30 лет и оставившее яркий след не только в истории ислама, но и всего человечества. Людей, для которых служение Всевышнему было важнее собственной жизни и благополучия. Абу Бакр, пожертвовавший ради ислама все свое имущество. Умар, разделивший участь своего народа и голодавший вместе с ним в годы засухи и неурожая. Осман, не жалевший собственных средств на благо мусульман, когда это было необходимо. И Али, до последнего вздоха пытавшийся примирить мусульман и остановить разгоравшуюся смуту. Как и было сказано в хадисе посланника Аллаха, халифат просуществовал 30 лет, и на смену ему пришла монархия. По скриптум. Многим может показаться, что убийца четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба был не мусульманином или малограмотным, не имевшим глубоких знаний о религии фанатиком, которым манипулировали другие. Но это не так, совсем не так. Абдурахман ибн Мульджим считался очень богобоязненным и набожным человеком. Он не гнался за мирскими богатствами и проводил время в богослужении.
Еще во времена правления халифа Умара ибн Хаттаба он изъявил желание обучаться священному Корану и с этой целью направился в лучезарную Медину, где его наставником стал Муаз ибн Джаббаль, сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, и один из выдающихся знатоков Корана, черпавший свои знания у самого посланника Аллаха. Но далеко не каждый, умеющий читать Коран, может понять его истинный смысл. И пророк предупреждал о появлении подобных людей, говоря: «В моей общине появятся люди, читающие Коран, и ваше чтение по сравнению с их чтением, и ваши молитвы по сравнению с их молитвами, и ваши посты по сравнению с их постами будут ничтожны. Они будут читать Коран, считая, что он на их стороне, однако Коран будет против них. Их молитвы не пройдут ниже их ключиц, и они выйдут из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени». Что же случилось? Почему человек, о котором лестно отзывался сам второй праведный халиф Умар, обучавшийся у выдающихся сподвижников пророка, стал коварным убийцей двоюродного брата и зятя самого посланника Аллаха? Неужели он никогда не слышал слов пророка: «Того, кто убьет Али, ожидает ад»? Вероятно, ответ на эти вопросы кроется в том, что Абдурахман ибн Мульджим и его сторонники вдруг решили, будто они достаточно компетентны в вопросах религии и сами могут выносить решения, основываясь на священном Коране. Ведь так легко, когда законы устанавливаешь сам, а все неудобные или противоречащие своим убеждениям высказывания посчитать недостоверными или даже надуманными. Говорят, когда в битве при Нахраване Али ибн Абу Талиб уничтожил практически всех хариджитов, за исключением тех чудом спасшихся 9, мусульманин, стоявший рядом с халифом, воздал хвалу Аллаху за то, что он наконец избавил мусульман от вреда хариджитов. На что Али, обратившись к восхваляющему, сказал: «Потомки этих людей будут жить до самого судного дня и бороться против мусульман на стороне Даджала».